Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Как высшие силы будут влиять либо менять вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте свой срок. Но не загадывайте слишком близкий либо слишком отдаленный. Вот. Я буду смотреть на полгода. Хотите, присоединяйтесь ко мне. Тоже загадайте на полгода. Хотите на 3 месяца, либо на 9, загадывайте уже отдельно самостоятельно. Настраивайтесь. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Знаки вышли крупные и прям, я вам так скажу, сакральные. Знаете, даже первую минуту немножко страшно стало. Первую секунду. Ах, на жизнь гадаем, на судьбу гадаем. Знаете, у меня всегда трепет перед такими темами, особенно когда прошу высших. Так, давайте пойдем по порядку. Здесь у меня выходит человек, который обретает крылья. Но это не вы, это другой человек. И этот человек с крыльями сажает вас к себе, вот туда, на плечи, да, на горб, на плечи. И вас начинает вверх поднимать. Понимаете, на своих крыльях начинает вас поднимать вверх. Кто этот человек? Это ваш спутник, ваша пара, ваш партнер. Кто сейчас у меня в паре, в браке, смотрит на своего супруга и думает: боже мой, как я могла, да, то есть полное разочарование, то ваш супруг вас однозначно удивит, то есть перемена будет в нем. Ему высшие дадут крылья, но не конкретно ему, да, чтобы он там летать мог, а чтобы он на этих крыльях смог вас носить. Понимаете, какой тут хитрый, сложный замысел происходит. То есть резкая перемена в отношениях между мужем и женой, когда муж все-таки понимает, что он мужчина, да, не только там по полу в паспорте, но и по факту, то есть и он должен для вас что-то делать, и он будет для вас делать. То есть облегчение вашей жизни, избавление от каких-то там, трудностей, сложностей и состояние полета вместе с ним. Причем вы же не напрягаетесь, вам-то крыльев не дали, вам не нужно работать, тратить энергию на то, чтобы этими крыльями махать. Нет, все делает он. Вы просто сидите, и наслаждаетесь процессом. Очень крутое состояние. Если у вас нет мужчины, если у вас нет никакого партнера, но это тот, кто прилетит. Этому мужчине будут даны крылья для того, чтобы он к вам прилетел, да, чтобы он вылетел, ворвался в вашу жизнь. Однозначно. Ворвется, опять же, да, причина его появления в вашей жизни. Это не избавить вас от одиночества, это решить какие-то ваши серьезные проблемы. Я так понимаю, девчонки, либо вы уже столкнулись, либо вы, возможно, в процессе, да, вот столкнетесь с какой-то очень сложной ситуацией, в которой вы сами ничего решить не сможете, да, либо у вас просто ресурса не хватит, сил не хватит, да, по-простому говоря, для того, чтобы все это разрешить. И вам хоть в плач нужен мужик, который будет за вас это делать. Вот. Такого мужика вам дадут. Либо сделают, да, из материала, который рядом находится. То есть высшие силы говорят: девочка, расслабься, отдохни. Будет тот, у кого есть силы, и тот, кто для тебя все сделает. Потому что все-таки мужчина вас носит на своем горбу. А вы сидите, по сторонам смотрите и говорите: ой, класс, теперь я довольная, нормально, так и должно быть. Что интересно? Интересно, что вы в жизни никогда ничего подобного не видели,
не встречали, и уж тем более с вами этого не происходило, что прям мужик взял вас на плечи и сказал: все, я делаю сам. Такого в принципе не было. Ну, может быть, в фильме когда-то видели, и то не поверили, что так может быть. А вот высшие говорят: а давай-ка мы тебя порадуем, вот может раз в жизни, либо там за всю жизнь первый раз, да, возьмем тебя и порадуем. Не, ну слушайте, прекрасно. Он летит в вашу жизнь для того, чтобы помочь вам разобраться с вашей ситуацией, с вашими проблемами и разогнать вот какую-то нечисть, которая вас окружает. Это может быть и конкретно какой-то негатив, это могут быть люди негативные, и это могут быть действительно сложные ситуации. Мужчина, рыцарь. Рыцарь, но не на коне, а с крыльями. Вот, летит, уже летит. Бояться вам нечего. Расслабьтесь и наслаждайтесь процессом. Все. Просто шикарно. Вот для женщин шикарно. Если смотрят меня мужчины. Мужчина, вот есть у вас жена, нет у вас жены. Вам высшие дадут крылья. Дадут силу, дадут возможности для того, чтобы вы спасли женщину. Ваша супруга, ваша возлюбленная, либо ваше будущее. Да? Это будет ваша будущая супруга, ваша будущая возлюбленная. Кстати, по крыльям еще возможен перелет на самолете. Да, мужчина на самолете прилетит и спасет. Либо мужчина на самолете прилетит и вас заберет. И вы вместе на самолете куда-то полетите. Но красиво, честно, очень красиво. Давно такой красоты я не видела в моих отсыпках. Так, еще. Ну вот здесь человек с косой, с чем-то прям острым, но без головы. Понимаете, человек лишился головы. Какая-то еще эта история, да, история была, фильмы даже снимали, как «Всадник без головы», что типа такого. Вот мне прям очень напомнило. Ну, у кого-то отыграется, что это враг, недоброжелатель, человек, который действительно как безумный, да, ведет себя, как будто бы головы нету. Какие-то гадости, пакости, особенно вот соперничество в любви, в отношениях. Да, это может быть как и конкретная женщина-соперница, так и, например, там, не знаю, свекровь ваша, да, соперницей выступает. Мне очень нравится, что вот такая маленькая фигурка, видите, из-под тишка вот ножом прям в самое сердце колет в левую сторону. Да? То есть один маленький, но очень точный укол, удар, да, решает вашу проблему. Как-то вы изловчитесь, вот высшие силы вас направят, ну, как вложат в ваши руки этот нож. Может быть, это слово, может быть, это какое-то действие, но по наитию, да, по установке высших сил вы это совершите. Маленьким ударом вы свергнете такого огромного и грозного врага, недоброжелателя. То есть победа будет однозначно за вами. Сейчас вы даже об этом не думаете. Вам кажется, что нет, все, там я проиграла, куда там мне против этого человека огромного лезть, у меня там сил не хватит, возможностей не будет. Не-не-не, вы ошибаетесь. Да, опять же, это библейская история, Давид и Голиаф. Видите? Вот прям отыграется именно с вами в вашей жизни. Победа за вами. Один маленький удар. С правой стороны. Но здесь какой-то очень мощный человек. Мощный человек. Человек, который вам что-то дает, либо возвращает. Дает по закону. Ну, кто у меня судится, кому предстоят, может быть, какие-то суды, судебные там, заседания, разбирательства, может быть, даже не судебные, там, не знаю, в полиции, там, не знаю, где еще можно разбираться, там, с нотариусами, может быть, даже какие-то дела. Вот этот человек выбирает вашу сторону, и вы получаете от этого человека эту огромную корзину. То есть как победа будет точно за вами. Точно за вами. Но этот человек гораздо старше, чем вы. Либо вы занимаете очень высокую позицию в жизни, должность, да, высокая должность. А может быть, даже какая-то степень у этого человека есть. Корзину вам дает. С правой стороны выходит. И как победа будет присуждена вам, либо ну, как вам, за вами остается последнее слово, и вы как победитель выходите. Торжество справедливости. Даже если, например, это не совсем справедливое решение, ну понятно, что все мы люди, вот, все равно выбирают вас.
присуждают именно вам. Корзина переходит к вам. То есть, ну, я так понимаю, это за что вы спорите, либо это какая-то компенсация, либо это какое-то имущество, либо это даже какая-то правда. Все-таки с вами, к вам переходит. Ну, замечательно, почему и нет? Ну, если везет, так везет во всем, понимаете? Не просто ж так вас мужик вон на плечах возит. Так, идем дальше. Здесь очень сильный знак дракона. Но у дракона, вы видите, крылья, как у бабочки. Драконы — это карьера, это работа, это какое-то дело. Это то, что делает человека известным, популярным и одновременно приносит ему деньги. Совсем рядом, ну, судя по дистанции, возможно, это ситуация двух месяцев. Да. 2-2,5 месяца, а может быть 1,5. Давайте так, у кого-то 1,5 будет, у кого-то 2,5. Но не больше, чем 2,5. Смотрите, работа мечты, либо дело всей вашей жизни. Потрясающий идет результат, и вы на этом драконе просто свободно летаете, наслаждаетесь процессом. Ваши вот эти вот, как там, доброжелатели, недоброжелатели, там, коллеги, кто они вам там приходятся, может, даже родственники, кто вас не верил, либо кто считал, что вы там ничего себя не представляете, у них у всех просто будут припадки нервные от зависти, вот чего вы добились, либо чего вы добьетесь. Кстати, здесь вот на драконе 2 человека летят. Либо, возможно, вы 2 делами будете одновременно заниматься, и там вы будете успешны, и здесь вы будете успешны. А у кого-то отыграется, что это совместно с кем-то. Ну, допустим, вы совместно со своим партнером это делаете, либо вы там с подругой организовались, открыли там, ну, пусть там маленькую студию красоты, да, вы там, допустим, бровки, она маникюрчик, и начинаете так работать, люди к вам идут, за вами там очереди стоят. Ну, шикарно. А может быть, вы с детьми своими что-то организуете, либо будете помогать своим детям, либо они вам будут помогать. Но здесь вот всем будет хорошо и приятно, вдвоем. Крылья бабочки говорят о том, что вы не встретите сопротивления, либо вы не встретите каких-то жестких условий и обстоятельств. То есть вам не нужно будет пробиваться, кому-то что-то доказывать. У вас вот как на изи все пойдет, налегке идет. Ну, бабочка ж легко у нас парит, да? Представьте, дракон, какие у него крылья. Такие страшные, длинные и громкие. А у бабочки все намного проще, легче. Там поймала ветерок, опа, полетела. Вот вы именно на крыльях бабочки очень легко полетите. Но это очень шикарный знак. Я вообще очень люблю, когда драконы выходят. К сожалению, не так часто они выходят. Но вот когда выходят, ну это красота. Это мощь. Это то, что вот именно по судьбе, понимаете, прорыв по судьбе я называю. Так, смотрим вправо. Ну, в правой стороне у меня тут какой-то человек такой, знаете, как вот Ванька-встанька, да, и туда, и сюда, и что-то его тут как в разные стороны качает. Я вижу, что вы этому человеку пытались, я не знаю, что-то сказать, уразумить, помочь, подсказать. Да, может быть, даже удержать пытались этого человека. Не могу сказать, кем он вам приходится, но человек какую-то безобразную жизнь жил, как перекати поле был, и практически без корней. Вот. Асоциальный образ жизни человек вел, асоциальный. Вы очень много вкладывались в этого человека, вы очень много сил потратили на то, чтобы этого человека привести в порядок. Усилия ваши были бесплодны, ну, по крайней мере, вам так казалось. Возможно, в данный период времени человека рядом с вами нет. Для вас это болька, для вас это тревожные мысли, для вас это постоянные переживания. Смотрите, этот человек наконец-таки пустит корни. Видите, корни от него пошли. Причем такие мощные, серьезные корни пошли. А рука, как веточка, к вам тянется. Но мне почему-то кажется, что это ваш, ну, допустим, не знаю, сын, дочь, да, может быть, брат. Ну, вот близкий ваш человек, да, близкий человек. Либо это ваш возлюбленный, да, возлюбленный, который то приходил, то уходил, и голову морочил, непонятно, что ему надо было. Да, вот как проблемный человек был.
Но вы очень много переживали и до сих пор переживаете за этого человека. Человек пускает корни. Человек делает свой выбор. Возможно, все эти ваши слова, увещевания наконец-таки дошли. Либо высшие силы наполнили это создание разумом. Да, вот прям вдохнули, вложили хоть капельку мозгов. И вот, пожалуйста, процесс запустился. Корни начали прорастать. То есть человек делает выбор, человек говорит, что все там понял, решил, принимаю, хочу серьезности, хочу семьи, хочу стабильности, там, на работу хочу пойти, хочу быть там, семьянином, хочу там, детей завести. Да, вот стабильность в человеке идет, желание вот, да, стабильности. А сесть на одном месте, пустить корни. Но это очень радостное событие. Я вижу, что здесь счастье безграничное. Особенно если касается ваших детей. Дети, внуки, да, вот прям близкие люди, вы будете просто невероятно счастливы, просто будете прыгать на месте, да, но до потолка. Вот, очень счастливое событие. Если это ваш возлюбленный, вы добились своей цели, вы ее добились. Но высшие, конечно, помогли. Но, опять же, тут 50 на 50 идет, да? Без ваших вот этих всех увещеваний, без этих всех слов, которые вы как в копилочку вкладывали в этого человека, ничего бы не было. Даже высшие силы были бы бессильны что-то сделать с этим человеком. Но на улучшение идет. Это хорошо, это очень замечательно. Так, смотрим влево. Какие-то люди, вот понимаете, вы очень впечатлительный человек, впечатлительный. И даже если вы скажете, не-не-не, это не про меня, вы не правы, впечатлительный. Может быть, вы этого не показываете, либо вы даже себе не признаете. Но вот любая гадость, любые какие-то, не знаю, высказывания, там, кривые взгляды в вашу сторону, они вас очень задевают и очень цепляют. Вы среди этих людей, не знаю, находитесь, проживаете, может быть, вы с ними работаете, вот как окружают они вас, окружают. И вы постоянно, вот просто 24/7 находитесь под этим давлением, под этим негативным впечатлением. Люди недобрые, люди какие-то вот, даже не знаю, с чем сравнить. Вот хотела с животными, но животные все-таки, наверное, намного лучше, добрее. Хотя не наверное, так оно и есть. Какие-то они беспардонные, сволочные какие-то. Вот сами не живут и другим не дают. Вот люди, понимаете, у кого-то, кстати, родственники такие могли быть. Что происходит? Я вижу, что вы не по своей воле, но по принуждению высших сил должны будете куда-то уехать, переехать, не знаю, отъехать подальше от этих людей. Вас попытаются изъять из этой ядовитой, токсичной среды. Вот, потому что она вам противопоказана. Вы от этой среды начинаете чахнуть. Вот во всех смыслах слова. У вас и желания пропадают, и хуже вы выглядите, и болячки к вам легче цепляются. Много-много негатива вы на себя принимаете. Как внешне, так и внутренне. Среда, понимаете, среда обитания вам не подходит. А здесь кому-то вот прям по длинной дороге, как отъезд, переезд будет на новое место. А кто-то, действительно на новую работу перейдет. А кто-то так далеко заедет, что вот этих там родственников и в глаза видеть не будет. Вот, как переселение, перемещение ваше происходит. Почему-то вы будете сопротивляться. Понятно, да, может быть страшно, может быть, с насиженного это место-то уезжать, переезжать, оно-то не совсем приятно. Но я вам так скажу, у кого-то это будет временный отъезд, переезд на какое-то время, пока не улучшится среда. Но у кого-то, возможно, и на, как там оно, ПМЖ, да, постоянное место жительства. Вот. Вы не должны этого бояться. Вы, наоборот, должны этого просить, именно просить, искренне от сердца просить. Вы как хотите, вот верьте, не верьте, но пока вы живете там, где вы живете, в вашей жизни вот так все хреновенько будет. А то и хуже может быть. Да? Не подходит вам эта среда, не подходит. Вот люди, понимаете, излучают гадость людям. Может быть, местность неплохая. Но вот люди, которые там проживают, либо кто вас окружает, с кем вы вынуждены каждый день там, не знаю, контактировать, там, вступать в какие-то отношения,
там диалоги вести. Вот от них вот эта гадость идет. А вы как губка впитываете. Ну, такой тот человек. Плюс, смотрите, кто-то даже специально постоянно вас чем-то тыкает. Может быть, словами, какими-то действиями. Как раздражитель присутствует. У вас спасительный путь открывается. Спасительный. И вы поедете. У вас, смотрите, на конце этого нового пути прям такой красивый новый зеленый листочек. Это очень хороший знак. Знак того, что вы, во-первых, улучшите свое психическое здоровье, во-вторых, физическое здоровье, в-третьих, у вас идет налаживание вашей энергетики, да, выработки энергетики. Хороший знак, хороший. Высшие тут прям постарались для вас. Мне нравится, мне очень нравится. Для мужчин хочу сразу сказать, у вас в поездке идет встреча с вашей суженой, с вашей будущей женой. Прям в поездке вы с ней встретитесь, познакомитесь и все. Больше вы не расстанетесь. Очень хорошие отношения будут. Ну а для женщин, понимаете, тут комбо. Комбо абсолютное здесь, смотрите, и по здоровью, и по внешности, и по самоощущению, и по реализации, и по, знаете, по настроению даже идет улучшение. Вот. Никуда от этой поездки не деться, надо ехать. А вы не сопротивляйтесь, не страдайте, не бойтесь, не переживайте. Доверьтесь высшим силам, просто поезжайте. Так, в правую сторону смотрим. В правую. Ну, тут я вижу, вас обижали очень сильно. Обижали, причем могли и близкие люди обижать. А могли те, кому вы верили, либо кому вы доверяли. Кого-то на работе обидели, кого-то родственники обидели, кого-то и любимый человек мог обидеть. Вы то ли до сих пор не простили, как не выдохнули эту обиду, она вам мешает, вот заноза в сердце, то ли вы до сих пор вот находитесь в таком состоянии. Но тут люди будут отвечать. Отвечать за свои поступки, проступки по отношению к вам. Вы вообще такой человек, вас нельзя обижать, ни в коем случае, нельзя ничего плохого вам делать, иначе тут, как говорится, насыпят с горкой за вас. Это не бумеранг, нет, это не бумеранг, это нечто более серьезное, чем бумеранг. Либо это ваша сила врожденная, либо сила вашего рода. Вот когда за вас заступаются, просто заступаются, и наказывают так, вот вы бы даже об этом не подумали, ну, вы бы этого не желали, но за вас очень жестко бьют людей. Здесь на ваших глазах полетят, вот прям хочется сказать, головы полетят, может и правда полетят. Достанется всем тем, кто вас обижал. Очень достанется. А вы будете это понимать. А вы будете понимать, что да, это за вас, и как вендетта это происходит. Ну, что поделаешь, да, не надо было вас трогать, вы никому ничего плохого не делали. Это выбор каждого, да, быть сволочью, либо быть человеком. Кто-то не пройдет это испытание и жестоко поплатится. Да. Так, мои милые, еще важный момент. Я вижу, что высшие силы будут вас будить. В прямом смысле этого слова. У кого-то из вас... Да, практически, наверное, и у всех, кто зашел на эту отсыпку. Все-таки у нас общая отсыпка и такой большой фрагмент рисунка. Есть скрытые таланты, есть открытые таланты, есть скрытые таланты, способности врожденные, обретенные, какие-то специфические навыки. Что-то вы знаете больше, чем другие люди, да, что-то вы умеете, чем-то вы вот прям выделяетесь на общем фоне. И вас будут будить, тормошить для того, чтобы вы реализовывали себя. Вот в прямом смысле слова. Да? Кто-то у меня, не знаю, музицирует, да, а кто-то у меня талантливый там, кулинар-повар, кто-то умеет там, вязать, шить, кто-то, может быть, там, есть талант к эзотерике. Вас будут будить, пробуждать это в вас. Будут вас окунать в такие ситуации, либо подталкивать к таким, скажем, там, может быть, правильным людям, либо
в правильные места вас помещать, где вы вынуждены будете проявлять себя и проявлять свой талант. Вот смотрите, как я вижу, да, вот есть человек обладатель каких-то специфических уникальных талантов, человек, ну, не знает, не догадывается, либо даже побаивается этих своих талантов, а вас в прямом смысле слова заставят себя проявить, вот прям как есть проявить. И, как говорится, деваться некуда, и вы будете проявляться. А потом втянетесь, а потом как привыкнете, еще и будете этим наслаждаться. Да, прекрасно. На мой взгляд, просто прекрасно. Но как вас по-другому заставить? Вы знаете, что как закапывать свой талант, игнорировать то, что вам дано от природы, дано высшими силами, это большой грех. Ну, будут вас вот принуждать быть известным, популярным человеком, да, либо человеком, который себя полностью реализовал. Вот так, знаете, как и для кармана, и для души, и для сердца. Так, мои милые, ну мне нравится, мне очень нравится, и очень нравится, что показали, что жизнь у вас будет наполненная. Наполненная, событийная. Событий очень много будет, да, они будут разноплановые, но каждое событие будет вести вас к победе, к большой, к малой, там, существенной, менее существенной. Тем не менее, у вас дорога победителя. И помните, что вот какой-то мужик прямо на крыльях будет вас везде возить, катать, возить, да, и вы не особо будете напрягаться. Высшие решили дать вам карт-бланш за все, что было в вашей жизни. Что делать вам? Ну, конечно же, принимать, совсем соглашаться и жить, наслаждаться в свое удовольствие. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.